Кабинет техобслуживания, тракторов, импортные джондир. Вот у нас лаборатория лучше, чем там же у нас помещение маленькое. А здесь у нас аграрного университета, ветеринарной академии, федерального университета. Вот уже 2 года наши выпускники, да, поступают 3-й курс уже, без экзамена, без ничего, аграрного, ветеринарной академии. Вот мы с вами тоже так хотим. Что... Да, мы уже обговорили, в соглашении все прописали. У нас тоже мы прям сделали по специальности. Лариса, здесь у нас директорский корпус, директора всех общеобразовательных организаций. Позвольте вас кратко познакомить с национальным проектом образования. Я представляю сегодня ведомственный проектный офис Министерства просвещения Российской Федерации. Со 2 ноября функции ведомственного проектного офиса исполняет Академия реализации государственной политики в сфере образования и подготовки педагогических кадров Минпросвещения России. Даже движется система образования, в частности, национальный проект образования. И я знаю, что, вы готовитесь к большому важному событию, которое произойдет в августе этого года. У вас есть уникальная возможность продемонстрировать всему педагогическому сообществу Татарстана, так же, как и нашим федеральным руководителям, вот ту уникальную модель системы образования, воспитания, которую сегодня имеет Иртымышский район. Потому что в этой связи вам как никому повезло с Игорем Наумовичем, поскольку это человек, который все его идеи, которые он закладывал, еще будучи на вице-премьера, министра образования несколько лет тому назад, они сегодня нашли отражение и очень востребованы на федеральном уровне. По крайней мере, все те первые шаги, которые сделала за этот год, начиная с марта месяца, Министерство во главе с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, свидетельствует о том, что Татарстан, не зря он приезжал в предыдущие годы в Республику Татарстан, смотрел за тем, что у нас делается, и, конечно, сегодня реализует это на федеральном уровне. Но и вторая стратегическая цель, целевой показатель результативности деятельности вас как руководителя образовательных организаций – это сформированная эффективная система выявления, поддержки талантливых детей, развития их способностей и создания условий для воспитания, соответственно, гармоничных личностей. Что мы сегодня с вами увидели на встрече главы района с лучшими детьми, которые вошли в 100 лучших детей района, и это как раз один из элементов вот такой поддержки эффективных детей, которые имеют выдающиеся способности. Каждый руководитель образовательной организации должен ответить на вопрос, а что должен лично я сделать для того, чтобы в моей школе все дети были успешны, чтобы у всех были хорошие образовательные результаты, и как минимум в отношении тех результатов, с которыми они пришли к вам еще из дошкольной образовательной организации, с тем, чтобы они могли самореализоваться на протяжении обучения. Технологию работы с детьми, методы, конечно, не исключать вот того самого цифрового мира, цифровых навыков, и в первую очередь искать те междисциплинарные подходы, которые эти навыки позволят им сформировать, обучаясь в стенах школы. Всем понятно, что мы жить по-другому уже не будем, и если хотим мы этого или не хотим, совершенствоваться, меняться, обучаться, развиваться, гнаться с технологиями и не с технологиями, или не гнаться, или держаться за старое. Если будем держаться за старое и не будем хотеть развиваться, то, конечно же, это безнадежная отсталость в первую очередь, в первую очередь от своего ученика, потому что дети сегодня рождаются уже с гаджетами в руках, и все прекрасно знают, что родители отдают это гаджеты в самом раннем возрасте, поэтому дети владеют цифровыми технологиями. Задача учителя — управлять этими цифровыми технологиями, научиться быть в ногу со временем и на одной волне, что называется, со своими учениками. И мы рекомендуем еще раз, я покажу сейчас ресурс Академии просвещения, пройти всем повышение квалификации, воспользоваться бесплатной возможностью обучиться. Это формирование IT-грамотности школьников. Есть такой целый раздел, целый курс, который на сайте сегодня представлен. Конечно, большую роль будет играть сегодня, начиная с 2021 года, это региональный институт развития образования и те образовательные организации, которые будут заниматься обучением учителей, а учитель должен выбирать сегодня из множества предлагаемых программ те
по которому чувствует себя дефицит. А для этого как раз-таки в рамках национального проекта образования, федеральный проект «Учитель будущего», в каждом субъекте создается центр непрерывного повышения профессионального мастерства работников образования. В Татарстане такой центр как раз-таки создан в 2020 году. Надеемся, что на будущий год увидим первые его результаты. Не секрет, что мы здесь с вами не очень сильно мобильны, потому что у нас есть федеральный государственный стандарт, изменения в который вносятся достаточно сложно. Появились мобильные технопарки «Кванториум». Здесь у вас находится рядом набережный Челнинский технопарк «Кванториум» и мобильный «Кванториум» тоже, который должен обслуживать сельские территории, там, где нет центров точки роста. Говоря о массовой сельской школе, это, конечно же, проект «Точка роста», Центр образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста». Но в точках роста меняется тренд. Здесь мы с вами уходим от цифрового гуманитарного программ в естественно-научный и технологический профиль. И министром поставлена задача до конца 2024 года, то есть начиная с следующего года, 4,5 тысячи ежедневно, 100% охват во всех сельских школах, относящихся к малым городам, с населением до 50 тысяч населения, все получат лаборатории. Во всем нашем Татарстане был первопроходцем и в части повышения квалификации учителей, как вы меняли систему подготовки, да, Институт развития образования, вот меняли систему, дали первым возможность участвовать не только Институту развития образования на конкурсной основе, и технологическому университету, федеральному университету, инновационному университету и другим, кто мог бы дать вот эти качественные знания учителям. И начинали, Вен Геннадьевич, именно с учителей, с директорского корпуса, и кадровый резерв из числа директоров образовательных организаций, и заучей, и сведение ставок замов по воспитательной работе в муниципальном районе, и сведение ставок заучей по воспитательной работе, педагога-организатора, педагога-психолога. Сколько лет прошло, потому чтобы отрасль укрепить, в первую очередь, кадрово, чтобы были эти самые ресурсы. Пожалуйста, сегодня мы видим на федеральном уровне поддержка классных руководителей. Для вас это, наверное, вы почувствовали, стало легче чуть работать. Я не говорю, что в классном руководстве стоит очередь. Я все прекрасно знаю, да? Но хотя бы мотивация есть сегодня для такого учителя, когда на него эту нагрузку возлагают. Это, конечно же, и система грантов, которая сегодня существует. Директору школы нужно просто лишь смотреть и видеть. Вот, пожалуйста, у нас одна гимназия участвовала, прекрасную лабораторию сегодня сделали себе в рамках грамоты «Цифровая экономика». То есть руководитель должен быть очень мобильным, и ему нужно не заниматься процессной работой. Процессная работа для организации есть заучи. Директор должен все время где-то куда-то ездить. Правильно. Вот я поддерживаю. Еще раз давай. Директор чем должен заниматься? Он должен заниматься личностным ростом, профессиональным ростом, развитием своей команды. Вот что я хочу вас увидеть. Не ходить, не хлопотать, там, значит, какая погода, где подмести, что сварить. Где вода течет? Где вода течет, вы снимаете. Или кто-то не явился в школу, или расписание менять. Это не работа директора школы. Нет, это не работа директора школы. Директор школы должен держать нос по ветру, стратег. Директор должен быть стратегом. Конечно. И не в последнюю очередь читать все новости, да, а в первую очередь пролистывать любое. Идете на работу, сразу раз, открыли все ленты, подписались везде, сразу в тренде читаете новости. Вы не обязаны сразу каждый семинар, вебинар посмотреть, физически не хватит. Но лучше для себя посмотреть, а сразу потом членам своей команды показать, или понять, здесь был, здесь видел, туда надо мне зауча направить, сюда учителя нужно отправить. Вот это, конечно, не процессные вещи, а вот такие стратегические, управленческие. Поэтому я хорошо помню, как Евгений Геннадьевич гонял всех директоров школ и в Сингапур, и в Санкт-Петербург, куда только не ездили. Потому что как только ты выходишь из зоны комфорта своего района, приезжаешь куда бы ты ни приехал, ты обратно привезешь коммуникации, какой-то проект, какую-то идею, которую ты захочешь воплотить в себя. Конечно же, воспитательная работа, она должна быть у вас сегодня в приоритете. Она и есть у вас. Сегодня я получила такое колоссальное удовольствие. Бекзур Ахмат Энгенович, что вы сегодня пригласили в преддверии Нового года, после вот этой административщины, да, вот требований, дайте сделать это, регионального министерства все время что-то трясем мы с утра до вечера, да, а увидели детей красивых, с такими голосами, в костюмах, учителей, талантливых, педагогов, которые делают праздник, потому что
Но это и есть самореализация, это и есть радость, это уникальные компетенции, которые будут всю жизнь ассоциироваться со школьным этапом, как с успешным этапом. Никакие пандемии сегодня, я, знаете, пару видео сбросила в Москву, мне все там обзавидовались. Там с 6 по 11 класс родители выходят на забастовку, Думу уже брали, вчера ФСБ брали, да, то есть против вот этого дистанта. И я своим сбрасываю, смотрите, в Татарстане, мы сидим, вот дети поют, и это же счастье. Поэтому, конечно, Энгин Абович в воспитательной работе тот человек, я которому очень хочу с трибуны вот это сказать огромное слово благодарности, что мне посчастливилось под его руководством 4,5 года работать, поднимать с ним, проводить 10 видов спартакиады спорта для СУЗов, фестиваль «Весенняя капель», которого сегодня нет, да, спартакиаду работников образования, 10 видов спорта спартакиада учащихся, фестиваль в СБРГ, секрет дружного класса первым проводила Василий Витальевна, чуть не разнесли ее институт, когда приехал на финал. Вот поэтому российское движение школьников первые создавали, юнармию первые создавали. Все это сегодня, вот, пожалуйста, Сергей Сергеевич Кравцов теперь говорит, РДШ должно быть в каждой школе, а когда-то мы были пилотным регионом, так же, как и ВГТО. Поэтому здесь у вас вообще, вам нужно на августовкам только демонстрировать свои результаты и рассказывать о своих методиках. Еще 2 слайда по тому, где нужно быть. Все, что связано с дополнительным образованием детей, рекомендую настоятельно сегодня площадку Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Для педагогов-организаторов школ корпоративный университет Российского движения школьников. Там можно пройти бесплатное обучение, а у доп. Образования тоже у них есть еженедельные семинары, методическая среда называется. Они сегодня являются федеральными операторами федерального конкурса «Сердце отдаю детям. Воспитать человека. Панорама методических кейсов». Мне в этом году посчастливилось, я во всех 3 была в жюри. Добрый день, уважаемые коллеги. Я являюсь ректором Казанского инновационного университета. Наш университет был основан в 1994 году и начинался с 3 направлений подготовки: экономика, управление и право. Сегодня мы являемся крупным научно-образовательным комплексом с филиалами в крупнейших городах Татарстана, вы видите, Нижнекамск, Набережный Челны, Бугульма, Альметьевск и Чистополь. И, в принципе, по всем направлениям мы можем сотрудничать. Притом мы выделили программы, по которым ребята после завершения техникума могут идти сразу же на сокращенные сроки обучения, на 3 года, и программы, которые не подлежат сокращению, но ребята могут поступать на них без вступительных испытаний и ЕГЭ. Тимирязев исемидagi Qozon innovatsion universiteti ham Oqtanish texnologiya texnikumi xizmatdashlik turida shartnomaga qo'l qo'yadilar. Timiryazov isimidagi Qozon innovatsion universiteti rektori Timiryazova Asiya Vitalyevna ham Oqtanish texnologiya texnikumi direktori Shamsunova Landish Jovdat qizi. Olqishlaymiz. Эта книга была подготовлена к 100-летию ТАССР «Сокровища татарской кухни». Она на русском и татарском языке.